но если просто что-то есть, давайте мы еще раз выясним. Может быть, по сегодняшнему что-то еще нужно откомментировать или что-то такое. Вот такое насущное, что потом уйдет и будет неактуальным, например, для нас, для вас, для кого угодно. Или нет? Нет, да? Хорошо, пошли дальше тогда. Значит, мы с вами сейчас посмотрим область, которая на самом деле, вот она вторая или первая, или они связаны вместе, которая фактически в нашей методике, ну, нельзя сказать, что она опущена, но, в общем, фактически она отдельно нигде не стоит, не прописана. То есть, как мы читаем нотный текст, как происходит перекодирование «вижу», «воспроизвожу». Ну, это может быть изучение интографических трудностей, связанных с интонационными, да? То есть как интонировать. И вторая область – это нотографические трудности ритмического плана. И те, и другие отдельно, в общем, нигде не изучаются. Между тем, мы смотрели с вами, насколько это важно бывает при разделении, методическом разделении трудностей. Например, часть ритмических трудностей, якобы ритмических, они ими не являются, как мы посмотрели. Помните, мы делали примеры с синкопами, а они чисто нотографические, когда мы просто-напросто один и тот же ритм можем выразить в других ритмических единицах, и это будет просто другая запись одного и того же. Значит, это как раз тоже область, где за рубежом больше преуспели, чем мы. После ритма это вторая область. Или первая, как считать. То есть все, что... Это, опять же, с практикой связано, потому что мы, вот если связать, вот опять же, социокультурные связи, просто почему так получилось, почему мы вот так в таком, в общем, непорядке здесь находимся, опять все идет от установок. Если мы традиционно растили и сейчас продолжаем, это черта русской или советской школы, мы всегда старались растить солистов, то есть концептуально мыслящих исполнителей, которые создают концепцию, драматургию, вот они самовыражаются, и это наш акцент, поэтому мы больше уделяем внимание интерпретации, развитию памяти, ладовому мышлению, вот этим параметрам, это, конечно, связано. В то время как мы развиваем и продолжаем развивать качество солиста, даже иногда в ущерб ансамблевому исполнительству в большой степени, у нас ансамблевое исполнительство страдает просто по этому поводу, потому что если мы развиваем комплекс солиста, и он, скажем так, перекачан немножко, да, то этому человеку очень трудно сидеть и играть в ансамбле по многим соображениям. Например, вот это проблема специальных музыкальных школ, когда с детства они очень талантливые ребята, их приучают и ориентируют на очень высокие образцы, на образцы сольной игры. И многие из них говорят, а что мы там вообще в оркестре будем играть, мы уже такие все, грубо говоря, крутые, да? Вот. И получается, что это, когда они спускаются с небес на землю, это очень часто случается, естественно, потому что конкурс все-таки очень большой среди солистов, я имею в виду внутренний, и единицы все-таки добиваются вот такой хорошей сольной карьеры, остальные все-таки садятся в оркестр. Хороший, так сказать, или похуже, или же средний, в общем, это не важно, это оркестр. И это совершенно другая специфика игры. И возникают проблемы. За рубежом иначе. Они прежде всего растят ансамблистов. Вот то, что мы всегда говорили, что в советском строе воспитывают эти вот винтики, да? Тут можно это применить, что у них воспитывают винтики в смысле исполнительства. Им в первую очередь нужно, чтобы музыкант умел читать ноты любой трудности, точно, ритмично, и интерпретация – это вопрос абсолютно десятый. Это тоже перекос, конечно, мы скажем, как так можно. Но за счет этого, естественно, развиваются те области и в сольфеджио, и в исполнительском искусстве, которые это и продвигают. Вот, собственно, объяснение тому, почему так происходит. Почему мы, в общем, продолжаем тормозить здесь со страшной силой. Наши оркестранты не выдерживают оркестровых конкурсов при отборе в западные оркестры не по первому туру. На первом туре все замечательно играют, читко. И это вопрос уже не просто сольфеджино, это вопрос общей музыкальной педагогики на самом высоком уровне, на любом уровне, скажем так. Вот. Итак, значит, что такое, вернемся, значит, уже к, собственно, программе нотографии. Представьте себе, что вам, вот вы видите интервал до бемоль ми диез, видите.
Представили себе, да, как он выглядит? До бемоль ми диез. Что мы должны сделать? Просто вот давайте стратегию посмотрим. Сначала мы считываем рисунок, да, ноты, и поскольку у нас есть сформированные уже тоно-ступеневые соотношения, помните, мы об этом говорили в начале, когда их иногда сначала их нет у малышей, но потом они формируются, а дальше они либо помогают, либо то, что мы сегодня говорили, интерференция проходит, начинает мешать. В некоторых случаях это мешает. Например, здесь мы что? Четко видим, что это, ну, умри, но видишь терцию. И дальше нужно делать что? Перекодирование графическое. То есть нужно сначала сделать нечто такое, чтобы показать, что это вовсе не терция, а что это звучит иначе. То есть мы визуальный образ трансформируем, накладывая на него звук. Это, между прочим, очень сложный процесс. А представьте себе, что это нужно по скорости прочитать. Когда мы вот сегодня занимались, например, альтерационными интервалами, там то же самое уменьшенная терция, увеличенный секс и так далее дважды, с чем мы сегодня работали? С другим процессом. Мы связывали это с тяготением. То есть мы брали устойчивые ступени и привязывали к устойчивым ступеням, что мы и делаем в школе и в училище. Это себя абсолютно оправдывает, более того, не просто оправдывает, это является основным стержнем методики. Но представьте себе, когда мы попадаем в ситуацию нотного текста современного, ну как современного, просто весь 20 век, не такой уж современный, но достаточно новый по отношению к XIX веку, достаточно новый по отношению к методике, а не к музыке, конечно, да? То там эти альтерированные интервалы, которые написаны как альтерированные, они не несут, как правило, альтерационного значения. Их тяготения совершенно могут быть какими угодно. То есть, грубо говоря, написал он фа диез, ему удобно было, или соль бемоль, это никак ничто не отражает, потому что система тональность тяготений, скажем, в музыке свободно-тональной или же, так сказать, других каких-то там, сериализм, что это просто там по-другому все устроено. Значит, нам эта система не помогает, на ту, которую мы всегда опирались. Более того, начинает мешать. Мы начинаем пристраивать этот интервал, а где же он, куда же он разрешается, и тратим на это еще несколько доль секунд, и в результате мы пробуксовываем. Теперь скажите мне, пожалуйста, вот это ведь такая задачка стратегическая, что надо сделать? Итак, есть нарисованный интервал. Значит, дальше мы пытаемся его озвучить. Что мы делаем? Вот что дальше надо делать, какой процесс? Или, может быть, несколько процессов разных. Что бы вы сделали? И вообще, как это? Вот вы читаете это с листа. Всегда полезно посмотреть, а как делаешь ты, чтобы кому-то объяснить. Как у вас это происходит? Значит, до бемоль ми диез. Для того, чтобы понять, что это такое, что вы делаете, вот задайте себе такой вопрос. Вот, ну вот я об этом и говорю. То есть какую визуальную, конкретно какую именно вы проекцию используете. Значит, какая может быть проекция? Самая простая. Представить на клавиатуре. Что это нам дает? Мы сразу видим конкретные клавиши, да? Именно клавиши. Второй способ какой здесь может быть? На нотном стане, да, никто нового-то ничего не придумал. Естественно, они два и остаются. Теперь скажите, какой выгоднее способ? Простите, я плохо слышу, чуть громче. Почему? Правильно, клавиатура выгоднее. Почему? Вот это очень важно, потому что у нас будет завязан разговор. Ну и здесь тоже видно, как это линеечки тоже у нас связаны со ступенями. Так, а ассоциации со звучанием в пятилинейном стане нету? Меньше, да? Тоже правильно. Нет, идея вся правильная, конечно, через клавиатуру. Я хочу, чтобы вы более точно сформулировали для себя. Почему? Какой процесс там будет проходить легче, скажем так? Вот это важно понять. Это ключ к, на самом деле, всему остальному. Почему полезно? Давайте так смотреть. Еще раз, у нас такие примеры были. Потому что это общестратегический. Значит, у нас есть некоторое обозначение. Да? Всегда проще его сравнить с чем-то другим, чем переобозначать. Вот о чем речь. Да? Клавиатура – это просто проекция. Вы можете при этом еще что его?
И кинестетически туда, да, сказать, сыграть вы можете. То есть для вас привязка будет в большей степени белая или черная клавиша, грубо говоря, а не ее название, потому что название какое угодно может быть. Вот что важно. Потому что когда, значит, возникают вопросы, что вот такая мелодика, где встречаются там интервалы типа соль, диез, ре, бемоль и подобные, там, или же вот как такой, но это редкость, это я такой немножко пример взяла уже заостренный специально. Понятно, что могут быть и мягче варианты. То есть то, что связано с ангармонической адаптацией глаза. Иногда предлагают, давайте мы быстренько сделаем его ингармоническую замену интервала, да? Вот, а потом сообразим, как этот интервал будет в новых звуках. То есть это такое, что мы по теории часто делаем там, вот замените ингармонически, там, фа, ля, бемоль, значит, вот задание по теории пишем, что будет, вот, если, значит, заменить. И это все хорошо в теории, это опять же аналитика. А здесь мы теряем что? Мы секунду на этом потеряем, на этой операции. Понимаете, да? То есть не потому, что нельзя, можно так. Труднее, потому что вы все время должны это пересчитывать. Где у нас такая вещь встречалась? Помните, когда мы аккорд перекручивали? То есть можно, опять же, какие-то дети к этому расположены. У кого-то здорово работает вот эта аналитика и оперативная, такая, память очень реактивная. У вас всегда в группе будут дети, которые быстро отвечают. Этот еще сидит, думает, он не переварил. У кого-то уже ответ готов. Вот эти дети очень часто быстро математические задачи решают. Другие сидят, думают. Они не умнее, никоим образом. И не глупее тот, который думает. У них просто разные процессы обработки информации. Они разные. Те, которые, и, кстати, это визуалы отличаются тем, что они очень часто быстрые. У них быстрый мозг. И очень часто не глубокий при этом. В кинестетике медленно все. У них визуалы ведь почему быстро еще? Потому что они, вот на картинку, вот если мы посмотрим, картинку мы ведь целиком можем все детали запомнить. Это особенность визуальной памяти. Мы сразу все увидим, где в каком углу расположено, да, если мы особенно уменьшим. Это особенность визуальной памяти. А если я вас попрошу, например, вспомнить, третий этап гимна Советского Союза. Вот сейчас возьмите и буквально сразу в него включитесь. В третий такт. Как вы это делаете? Ну, конечно, вы магнитофончик запустили, и, естественно, у вас уже пленочка прошла. То есть нет мгновенного доступа у аудиалов. У кинестетиков еще больше. Если я вас сейчас загружу в область ощущений, то мы рискуем не выйти из нее, потому что глубокая область, а кинестетики очень часто такие с глубоким мышлением, но очень часто нереактивные. Они очень часто в младшей школе бывают не успевающими учениками. Очень часто. А визуалы всегда в порядке. Это ни о чем не говорит. Просто наша система под них работает, она система визуальная сама. Это маленькие, так сказать, отступления, но оно к делу в том смысле, что, конечно, визуалам немножко даже легче здесь быть. Вот. Так вот, в этом процессе, чем больше и тем жестче у нас развиты тонно-ступеневые соотношения, навыки, да, что до-ми – это терций, и мы ее до-ми будем петь. Это вот у вокалистов, я показываю, кого не связано, они до-ре-ми поют как до-ре-ми, и им ничего. Но почти у всех остальных это вызовет просто горловой спазм, потому что, ну попробуйте, вот представьте себе, как вы поете это до-ре-ми с диким мучением. То есть петь, конечно, можно, но особенными стараниями только. А это здесь и происходит. То есть возникает, конечно, интерференция старого навыка и нового навыка, который нужен. То есть это психологическая проблема. Примерно возникает такая, что мы изучаем аналогичные проблемы, мы изучаем новый иностранный язык очень часто, и в него как бы встраиваем законы родного языка и строим неправильно фразу, думая, что мы делаем это правильно. Типичный пример интерференции вот с языком. И то же самое здесь происходит. То есть это процесс не какой-то там методический отдельно, а общий психологический. Еще примеры нотографической вот такой интерференции. Выучили мы скрипичный ключ в первом классе. Приступаем к изучению. Все замечательно. Приступаем к изучению басового. Шок. Оказывается, там все по-другому. Дальше все-таки, тем не менее, басовый ключ, все с ним справляются, просто потому что это в практике, и все понимают, что его просто так или иначе надо знать. Хотя, я вам скажу, многие оркестранты, кто не играет регулярно пианистическую литературу, они с басовым ключом, например, скрипачи, не очень, или духовики некоторые, флейтисты, кто, в общем,
Вот, поэтому это тоже проблема. Но тем не менее, то, что мы все-таки его читаем как ключ, а не транспонируем, дает нам, опять же, я уже об этом говорила где-то раньше, дает нам возможность исследовать, а как мы это делаем. Мы же никогда не транспонируем, а ключ другой. Мы умеем переключаться одновременно. Точно так же, как мы умеем переключаться с одного шрифта на другой, с латиницы на кириллицу. Если вы прочитаете... Ну, не знаю, такой пример вот с болгарскими сигаретами, он очень яркий. Как они называются? Родопи, да? Такие какие-то были болгарские сигареты, не знаю, есть они сейчас или нет, и они писались через, ну, таким шрифтом, курсив. Вот. По-русски это читается как, значит, там па, го, чего-то получается, да? То есть не по-русски, а наоборот, на латинице, пагону, да? То есть как вы настроитесь, так вы и прочитаете. Или же фирма какая-нибудь, Росна, прочитайте по-латински. Если вы на это настроены, вы получите какой-нибудь поча. Вот. И мы умеем между этим переключаться, потому что мы знаем, в каком мы находимся контексте языковом. И почему-то читаем правильно. Этим, кстати, в рекламе пользуются. Иногда, видели специальные такие эффекты. Слово написано, например, Скандинавия, а в серединке стоит, по-русски, а в серединке стоит латинское «д». Мы считываем, потом зависаем, что-то не так. Прочитали-то мы прочитали, но что-то не так. Это то, что и требуется для привлечения внимания, для этого это делается. То есть это на самом деле очень интересная проблема вот считывания шрифта. То же самое, это тот же шрифт музыки получается. Значит, у нас есть как бы две ступени трудностей нотографических. Первая ступень – это трудности начального этапа, можно сказать. Это прежде всего изучение ключей скрипичного басового и транспонирование. И опять же, мы поговорим о том, что вот именно здесь фактически можно заложить все остальное на самом деле, чтобы потом не было проблем вот с этой перестройкой. Каким образом? Вот мы изучаем интервалы в школе. Изучаем интервалы, говорим, что там в квинте 5 ступеней, столько-то там совершенно ненужная информация, пустая абсолютно, сколько там этих тоновых соотношений, там 4,5, я сама не помню. Это совершенно абсолютно несенсорная, никому не нужная информация, потому что в полутонах еще туда-сюда иногда пригодится. Но считать в дробях, сколько там, кому это надо, где чисто такое информационное, лишнее, ступенями, конечно, важно. А вот что мало делается, это, опять же, зрительный образ этих ступеней. Конечно, понятно, что терция, квинта, септима, нона, они чем связаны друг с другом зрительно? Общее между ними что? Между терцией, квинтой, септимой, ноной. Ну да, они симметрично расположены относительно друг друга. То есть если это на линейке ми, то следующее будет соль, или ми си, или ми ре. Между тем, дети это не осознают, то есть эмпирически, конечно, знают. Но вот опять же, эмпирическое знание, которое накоплено, если мы его сразу объединим в блок и сразу сделаем на это упражнение, на то, чтобы они буквально умели считывать, что здесь будет важно, как вы думаете? От чего мы освободимся, если просто вот скажем, ну, вот, нотная доска бы нам не помешала, но ничего страшного. Я думаю, что у вас уже визуальная память и представления за эти дни развились до такой степени, что вы можете все представить. Итак, у нас 5 линеек, и вот, скажем, вот я представляю, даже мензурку я вот держу на, причем уже не клавиша, да, линейки. Вот у меня где-то терция, там квинта, там черес. Я вижу, что здесь у меня пропущенная линейка. Сначала удобнее начать то, что на линейках, например, потом между, так удобнее просто, потому что память больше цепляет. Но если что-то, если вам все равно или ученикам все равно, конечно, это можно и наоборот. И сделать упражнение на то, что это не ми-соль, а что это две соседние линейки. Зачем на это надо? Куда это потом потребуется, этот навык? Мы в первом классе и без этого обойдемся, безусловно. Только вот мы сейчас как раз и говорим о том, что именно там-то мы можем это сформировать. Зачем нам нужен такой навык, что квинта – это через линейку. Это может быть ми си, это может быть соль ре, это не важно. То есть сменить фокус внимания сюда. Куда этот навык потом нам нужно будет использовать? Для чего? Конечно, для чтения чего? Нотного текста мы и так ноты знаем. Это правильно нотного текста, но это слишком широко. Какого именно нотного текста? Где нам нужно именно мензурку считывать, интервалику, и не считывать ноты? Вот я, то есть фокус вот такое внимание.
В ключах, вот, в ключах, конечно. То есть это то, что и требует, то, что мешает. Потому что они в упор не видят, скажем, можно сказать, что там этот ключ, значит, вот на такой-то линейке написан третья линейка, и это нота до первой октавы мертвому припарке, потому что они видят ноты до мажорной гаммы там или же и записанные, скажем, в скрипичном ключе. Установка здесь. То есть от того, что вы просто информацию им вложите, что вот эта нота на самом деле си, а не до, будет только путаница, ничего другого. Собственно, это и происходит. Они тыркаются, пытаются понять, потом, ладно, проще транспонировать. Вот чем кончается обычное изучение ключей. Разве нет? Скажите мне что-нибудь другое, ободряющее. Ну, скорее всего, нет. Хотя везде прописано, что, опять же, ключи надо учить. Вот это, собственно говоря, психотехнологии. Почему тут идут сбои? Значит, если мы просто закладываем такое упражнение, что вот, скажем, так же, как мы со столбицей работаем, ученик показывает или педагог показывает графику, двумя указками, там, я не знаю, как угодно. Вот, и ученики сразу дают ответ. Это терция, это то. Мгновенно, не давая им возможности продумывать, какие это ноты, посчитав ступени, вот чтобы этого не было. Понимаете? Заодно, конечно, это помогает еще не только чтению с листа, но и чему? Что еще таким же образом тормозит? Поет правильно, а запись черти какая. Конечно, для диктанта, потому что это тоже просто ускоряющий процесс. Значит, это первое, считывание ступеневого состава интервалов, как отдельные упражнения. Проработка каждого интервала в графике. При этом, что важно, мы воспринимаем информацию зрительно, либо каким-то образом значимую, да, либо выделенную, которая таким образом повышает значимость. Ну, например, в рамочку обведенную. То есть вот такую, помните, когда мы воспринимаем, это чуть позже я вам скажу про ритмику, четверть с точкой, она открытая фигура. Мы ее закрываем восьмушкой, и тогда себя чувствуем как-то защищенно. И вот когда мы переходим в размер 3/8, чего там как раз не оказывается, они говорят, а как так вот четверть с точкой, а чего дальше-то? Не хватает чего-то. Это зрительный момент, это опять же зрительная вот эта сбивка. Значит, берем интервал, скажем, пишем там ми-соль, при этом мы не все время акцентируем не что это ми-соль, а что это вот терция, который на соседних линейках. Если хотите, это, конечно, принцип какой системы сольфеджио? Относительный, только то, что хорошее мы можем взять, что ничему не мешает. Мы никак не обзываем эти ступени, потому что ведь принцип относительной системы, там опять интерференция происходит. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, а если он абсолютник, что он будет мучиться сидеть? Даже не только в этом дело, все равно ноты будут другие, у него по специальности там будет тональность фа диез минор, он все равно будет до, ре, ми, фа, соль петь. Вот это то, что не стоит, на мой взгляд, тащить из этой системы, а эти на графику, конечно, полезно. То есть вы берете сначала четные интервалы, или сначала нечетные, скажем, да, 3-5, если в этом смысле брать. Потом те, которые различаются, одно на линейке, второе между, и это труднее, это, соответственно, секунда, кварта и так далее. Вот, и просто делайте на них упражнения, домашние, какие угодно. Что здесь главное? Не аналитика, скорость. Скорость опознания. То есть нормальная тренировка зрительных вот, навыков считывания, так же как скорочтением, когда занимаются, да, есть курсы по скорочтению, вы знаете, но то же самое. Определенным образом это охват зрения, периферическое расширение угла видения, ничего нового, но почему-то скорочтением занимаемся, а мы-то делаем то же самое, но мы этим не занимаемся, и результаты, соответственно, никакие. Дальше. Значит, вот мы это сделали, считаем, что у нас есть этот навык. Мы изучаем ключи. Как мы это можем сделать? Значит, во-первых, когда мы начинаем работать, скажем, вот ребенок еще скрипичного ключа не знает и твердо не знает чего, последовательности нот, как это все связано. Здесь... Конечно, есть лото, опять же, это опять же информационный материал, привлечение такого интереса. Тренировки, потому что тренировка связана с чем? За какое количество времени будет что? Реально опознано и получен результат. На лото это просто вот, тоже неплохо, опять же, вся методика, любая методика работает, но не для этого. Значит, нам нужно каким-то образом соединить звучание и представление нотное. Есть один способ, который оказался
с разных сторон, разными исследователями, ну не исследователями, а педагогами, в общем, конечно, проверен, и получил результаты очень хорошие. Я в данном случае имею в виду, во-первых, себя, просто потому что я вот так дочку учила, когда она у меня в школу готовилась, в ЦМШ, и я ее учила, мне как-то, вот у нее аналитика почему-то не шла. Вот эти там карточки вот, показывают. Другие дети, так сказать, может быть, все в порядке. У нее что-то вот, что-то ей это не очень. И я вижу, что что-то другое надо. И то, что я делала просто связки. Когда, скажем, все эти этюды скрипичные, а материала-то очень много проходит, она на скрипке играла, вот, и все сольфеджируется, все с названием нот. И она слушает эти записи, и буквально она учила со слуха, слух отлично, естественно. Вот. И я никогда не занималась с ней изучением нот вообще. Только всегда было это. Что получилось дальше? А дальше она говорит: мама, ты знаешь, что вот ты играешь когда нотку, это, кстати, выработки абсолютного слуха. Мы что делаем? Мы просто якоря ставим такие жесткие. И дальше, говорит, ты играешь мне, говорит, нотку, а она мне говорит название сама. То есть совершенно жестко закреплено, оказывается, звучание. Когда я это рассказывала, и в книжке у меня есть эти примеры, и вот когда я была в Питере, и там есть профессор Мальцев, может быть, вы знаете, Сергей Михайлович, и он занимается тоже с маленькими детьми, очень пианист, он занимается с маленькими детьми, в том числе гудошниками, те, которые у них слух, в общем, он берет любых детей, и он вырабатывает и абсолютный слух, и много чего другого. Я у него тоже была и на уроке. Он очень интересный человек, и музыкант, и, в общем. Так самое интересное, что он делает очень похожие вещи, и когда он прочитал у меня это в книжке, он говорит, что говорит, я точно могу сказать, что это работает, потому что он не совсем то делает, но близко по стратегии. То есть вот такая стратегия существует. На что она похожа? Если взять методики изучения иностранных языков, я читала, мне было интересно, потому что на самом деле сольфеджийная методика и методики лингвистические, они близки, уже поняли как, да? По тому, как мы подходим к материалу. И вот один раз я прочитала в книжке Авериной, если я не ошибаюсь, у меня в книжке есть в списке литературы, там есть ссылка на эту книгу. Она сама с немецким языком работает, и вот разработала методику скоростного тоже изучения языка. В частности, она писала, что она со своими детьми никогда не занималась там, переводами, она читала им книжки на языке, и они читали то, что они давно наизусть знали. Фактически она описывает тот же самый процесс. Она не давала им новый текст, то есть какую-нибудь, грубо говоря, эту репку там, или красную шапочку, которую, ну, вы знаете, ребенок, он когда книжки читает или когда слушает, ему даже нравится, когда он знает все, и если одно слово вы перепутали уже, он вам скажет, нет, вот, а вот нужно так сказать. То есть для них это абсолютно принципиальный момент, они должны получить подтверждение того, что так. И вот она давала читать одни и те же книжки, которые слова были наизусть, и они читали, и происходило фактически то же самое. Я просто, когда это прочитала, обратила внимание, что, оказывается, совершенно параллельные процессы в совершенно разных, может быть, даже областях методики, хотя почему разных, в общем-то, это тоже язык музыкальный, тоже текст. Вот, это одно. Второе, значит, здесь, конечно, есть и мышечные ощущения тоже подключаются. Если еще играет, то, значит, еще он может посмотреть, какая это нота под пальцем. Мышечные ощущения, мы об этом тоже говорили. Значит, это вот ступеневый состав интервалов, начальное изучение ключа и нот, последовательности нот. Это дает, между прочим, освоение знаний звукоряда. А это дает, конечно, дальше нам диктант. Бесполезно делать диктант, если это не сделано. Угробите полурока, ничего не получите. То есть, в принципе, страшно неэффективно работать с диктантом, если это не сделано. И потом ребенок не понимает, чего от нее хотят, потому что это перебор в трудностях. Если у него еще не сформирован звукоряд, он споет вам чисто, но он не знает, какая нота за какой. А пока он будет думать, что он забудет. Все, круг замкнулся. Вот. И это уже к вопросу о том, что мы говорили, интонационные трудности, там ломаные, помните, движения по звукоряду, и уже там эта работа переключается еще и на интонирование. То есть, опять же, целесообразно разделить нотографию, пусть они почитают до, ми, ре, фа, ми, соль, фа, ля и так далее. Потом почитают, представляя себе, да, клавиатуру, как это до, ми, ре, фа, почитают, представляя, поиграя. В метро едет или там в автобусе, и пусть себе читает. А потом уже звук. А мы-то хотим, чтобы все сразу было, а сразу не будет.
потому что технологически нельзя сразу сделать ни у кого. Поверьте, у моей дочери абсолютнейший слух. И это ни о чем не говорило. В возрасте 5-6 лет были проблемы с опознанием нот. Не потому, что она нот не слышала, ей же надо понять, как она называется. А ей было совершенно лень запоминать, как она называется. Она была не из тех, которые не тот тип была. Она по-другому воспринимала все. Вот. И очень много детей не будет всегда вот такими отличниками, как вы хотите, они будут по-своему развиваться. Дальше, добавочные линейки. Вот выучили мы все, что находится на 5 линейках. До, конечно, все знают, просто потому что сакраментальная нота такая, и, конечно, ее все зрительно знают. А вот дальше, согласитесь, с добавочными обстоит дело туго. Но вниз еще немножко более-менее. Вверху это вообще запредельно. Почему? Не поют там еще, там уже высоко. Высоко и где-то безумно, а вот если флейтисты или скрипачи, они обязаны, там у них бесконечный огород добавочных. Скажите мне, сколько добавочных может брать глаз? Так, чтобы вот взять целиком и не отсчитывать. Как вы думаете? 3. Это просто из собственного опыта. Я не имею в виду, что у вас есть какие-то познания в области, там, не знаю, когнитивных, представительности. Просто вот чисто практически, но вот 3 мы это считаем, остальные мы от них. 4 уже все-таки абсолютно лишнее. 3, во-первых, это еще простое число, и потом 4 уже 2 плюс 2, они уже рассыпаются зрительно. Так мы и возьмем, скажем, 3 как единицу, и будет у нас 3 плюс 1, 3 плюс 2, а не 5. Понимаете? То есть мы берем блок из 3, и в них более-менее, конечно, ориентируемся тоже сначала на линейках, а потом под. И составляем, может быть, какой-то аккорд, ну, например, если, скажем, мы не отдельно проходим добавочное, а возьмем и пройдем его как субдоминантовое трезвучие, скажем, что оно там живет. То есть будет связка какая? Там субдоминантное трезвучие нужно для чего? Только чтобы обозначить что-то. Да, но зато фа ля до, ведь мы все равно до мажоре, дети наши мыслят, редко ругают этот способ, говорят, что вот, за си до мажора, и все, вот нужно сразу в разных тональностях. Ну, опять же, разговор с точки зрения технологии, а хорошо было бы вообще жить на Марсе, я вам скажу. Ну, все, может, неплохо, можно там все обустроить, и все будет интересно, вот. Но эталон-то должен быть то же самое. А вот хорошо было бы сразу в разных регистрах, хорошо в разных контекстах, хорошо в разных стилях. Вот разговоров очень много. Извините, а базу кто будет делать? Нам бы базу сделать, понимаете? Очень часто бывает так, приходят, особенно вузовские педагоги. Вот я как бы к ним тоже отношусь, но у меня жизнь в этом смысле лучше сложилась, потому что я как-то вкусила абсолютно все. Я считаю, что это совершенно замечательно, потому что вузовский педагог, который не съел всех собак, которые нужно, вот начиная с этого уровня, он очень много не представляет себе мелочей. Скажет, это вообще что же там делать-то? Там делать нечего. А там трудности вот так вот все разделены. И вот они начинают мечтать, а вот нам нужно это, нам нужно то. Это нужно, никто не спорит, что нужно, но есть какие-то вещи совершенно реалистичные, потому что мечтать не вредно никому. Опять же, ответьте на вопрос «как?». Я говорю совершенно не абстрактно. Очень много таких работ в последнее время пошло. Вообще таких вот хорошо бы там построить мост, железную дорогу в Маниловке, там, понимаете, что-нибудь еще такое. Поэтому, возьмите и допроработайте его отдельно добавочно. Не будет у вас потом проблем. Где и в каком учебнике вот отдельно это прорабатывается. Может быть, теории их музыки, вот в упражнениях, но опять же, не на то рассчитаны. Рассчитаны что? На понимание. Ни на скорость, ни на что другое. То есть вообще такие упражнения, если и есть, то только, может быть, в задачниках по теории. Дальше, следующий уровень. Транспонирование. Да, то, что мы всегда делаем на секунду, на терцию, так, когда задается мелодия, и, соответственно, на дом там или сразу перетранспонируется. Какие тут проблемы бывают? Поет, держит, может даже видеть, как бы вот он поет ми, фа, соль, а видеть как бы строчкой выше, чуть-чуть раздваивая. Может быть такое. Выше видеть, кстати, легче, чем ниже. Тоже интересно. Если на терцию, то он может что? Да, как бы то же самое, но симметрично получается. Все хорошо, строчка кончилась. Что происходит дальше? Из практики. Он обычно, если транспонировал на секунду, то он может попасть куда?
вверх в смысле, может попасть на секунду вниз или вернуться к написанному. Почему? Потому что здесь, вот он опять же контролирует себя, здесь у него внимание уходит, вот это, во-первых, зрительный, да, переход, он сам себе трудный. Не дай бог, здесь еще скачок расположен. Кстати, ошибки в диктантах в этих местах бывают и задачах. То есть мысленно нужно продолжить обязательно так-то, научить зрительно связку эту делать. И это визуальное упражнение, не слуховое. Мы говорим, что вот просто это место, где классическая идет сбивка. Не дай бог, там стоит трудный интервал. Еще это вообще все. Как этому помочь? Ну, во-первых, это процесс, который объективный. Значит, как минимум нужно, чтобы ученик об этом знал и в этом месте заранее к этому готовился, чтобы это не было каждый раз неожиданностью для него. И немножко продолжить мысленно. Вот он посмотрел, мы же даем ему времени на то, чтобы просмотреть номер. И говорим там, посмотри скачки, посмотри, в каком темпе начать. И вот этот момент должен быть просто отработан для собственно, исполнение перед тем, как это все делать. Итак, мы это получили на базовом уровне. Дальше идет уровень, то, что называется, вообще раньше называлось нормальным словом «продвинутый», теперь как-то после рекламных всяких акций говорить слово «продвинутый» довольно забавно. Тем не менее, продвинутый уровень. Ключи до. Значит, ну, что у нас в работе? Альтовый, теноровый ключ. Кому-то это, для кого-то это актуально, для кого-то это не очень актуально. Все-таки перекос такой с ключами, как во Франции, где в 7 ключах поют, они с ума сходят по этим ключам. У нас этого нет, но хотя ключи, конечно, и дирижерам, в общем, периодически нужны, теоретикам. Ну и те оркестранты, которые в ключах играют, им на сольфеджио его проходить явно не нужно, они его так уже знают. Но тем не менее, тема такая есть, и с ней сталкиваться приходится, поэтому пару слов я, с вашего позволения, скажу, если это нужно. Если не нужно совсем, мы ее можем опустить. Нужно, так коротко скажу. Я даже хочу связать не просто вот с темой ключей, я хочу опять же показать, что это один и тот же процесс. Хотя бы для этого. Ну вот смотрите, вот мы сделали с вами ступени, они знают. Это где-то у нас какой-то 1-й, 2-й класс. Да, еще, вы можете прийти в классы училищные и, скажем, в конец музыкальной школы, где эти навыки не развиты, потому что они там не были сделаны. Так значит, надо просто-напросто их сделать в том классе, где вы это обнаружите, и ничего больше. Но сделать надо, потому что дырка образуется. Предположим, вы это сделали на том или на другом уровне. Читаем с листа ключи. Значит, первое, что должно быть для работы с ключом. Мы уже об этом говорили. Для успешной работы первое, что нужно сделать. Есть идеи? Вот вы настраиваете на любую работу, ключ или что-то, особенно такую нудную, как изучение ключей. Что нужно сделать, чтобы вы получили хороший результат? Я вам могу рассказать всю методику, расписать, но если мы этого шага не сделаем, я не уверена, что она будет работать так же хорошо, как могла бы по-другому. Ну, правильно, вот уже профессиональным языком заговорили. Якорь поставить. Теперь будете вообще страшное же дело. Ну, это действительно профессиональный термин НЛП. Постановка якоря, снятие якоря, потом там есть, знаете, еще схлопывание якорей, такой коллапс якорей, когда негативный и позитивный соединяются вместе. В общем, там разные всякие штучки, но мы в них не полезем. Правильно, поставить якорь позитивный, то есть создать стимул. Какой может быть хороший стимул? Предложите мне варианты стимула. Для детки мы с вами изучаем ключи до. Первый, а что вообще говоря мне, что я в них забыл, в этих ключах? Я в них никогда не играю, ничего. Ну, так, для теоретиков читать партитуры. Что еще? Понимаете, для теоретиков стимул сам по себе, что все, что они делают, это специальность, это хороший стимул. Так же, как я уже сказала, что если там фаготист, виолончелист или же альтист изучают ключ, то у них стимул, что это часть специальности. Если ты не изучишь, ты не сделаешь. У них очень мощный стимул, верно? А у других-то что? Теоретики вообще исполнительные, а нормальные какие бы? Вот что он потерял в ключах? Ну, перетранспонирую я вам эти ключи и забуду их. Подумайте, как можно создать стимул. Какой? Стимул, что вы будете богаче духовно, и, так сказать, будете больше партитур читать. Видали они ваши партитуры? Чем меньше им читать, ну давайте будем реально рассуждать. Если вы скажете, что вот, вы столько партитур прочитаете в своей жизни, очень небольшой процент воодушевится. Очень небольшой. Если они композиторы, там другое немножко, там скорее это пойдет. Теоретики все равно клавир полезут, уверяю вас. Если без особой надобности. Ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, у вас какие-то другие, но вот обычные все-таки, они так загружены, что
Чем меньше, тем лучше. Нет, надо создать якорь. Создать такой якорь, чтобы внутренне работал. Есть идеи? А ведь не получается ничего. Ведь ничем вы не приманите. Ни петь они в них не будут реально, ни играть они с листа, ни на фортепиано они не будут. Ну вот чем брать, когда нет выхода? Какой может быть выход, значит? Внутренняя выработка собственной стратегии, покопаться. А как это у тебя получится, интересно? А вот через что это получится? Потому что другого выхода не только через это, многие другие вещи, но нет. Особенно если они негативно, например, воспринимают там музыку 20 века, и не будет у вас этого стимула. Вот, ты научишься и будешь ее любить. А он будет говорить вам: ну ладно, я научусь, я все равно терпеть не могу и терпеть не буду. В пику вам может даже сказать. Может, он даже поменяет потом мнение, но это может быть. А вот когда вы обращаетесь внутрь человека и показываете, что вот вы научитесь управлять разными стратегиями, выбирать что-то, и это не только сольфеджио, что я и пытаюсь связать, что вы можете то-то делать, переключаться, извините, другой подход будет. Он не ключ будет учить, он будет смотреть, как эффективнее работать. То есть возьмите уровнем выше, и все. Не на уровне вот такого, ну, объекта, да, а пошире задачу. Это первое. То есть вам нужно объяснить это. Второе, нужно полюбить ключ. Так же, как вы изучаете иностранный язык, если вы его изучаете, вы как минимум должны его полюбить, какой бы язык ни был. То есть вы должны вступить в некоторые отношения с этим языком или с этим ключом. Как полюбить? Ну, например, облечь любимую, например, песню в эту нотацию, скажем. Один из примеров, потому что любимую тональность выбрать в ключе, но нужно ее так выбрать, чтобы она была еще работающей. Ну, например, если вот вы работаете теноровый, соответственно, альтовый ключ, то у вас еще зрительные проблемы возникают. Какой ключ зрительно уютнее считывается, теноровый или альтовый, вот по тому, как он расположен? Как вы думаете? А? Конечно, альтовый. Почему? Потому что в середине, мы вообще в серединочке любим, по краям это неуютно, и потом смотрите, ведь что получается? Получается, что мы эту самую ноту до первой октавы, они, кстати, часто забывают, что это первая октава, все-таки у них регистровые, да, бывают изменения, когда они транспонируют. Значит, до первой октавы, и для нас это низкая октава, потому что наша октава строится вверх. А в теноровом ключе вверх бежать почти некуда. Там какие-то жуткие добавочные получаются, и так смотришь, и края не видишь. Это что, зрительное представление? Оно всегда будет работать. В альтовом так как-то поудобнее, там лад как-то охватывается, потому что все равно, не дать не взять, мы все равно все процентим на до мажор. Это точно. Раз такая система обучения, значит, это и есть. И этим надо, значит, что? Конечно, пользоваться. Не говорить, что вот мы будем что-то другое делать. Если это есть, этим надо пользоваться. Если нас вбита ладовая система мажора и минора, и мы хотим изучать современную музыку, так мы должны пользоваться тем, что вбито, и с помощью этого делать что-то другое. Но это тема уже завтрашняя. Вернемся к ключу. Значит, берем, например, ну, скажем, любимую тональность. Ну, если это... Да, может быть, например, ре-мажор, довольно удобная тональность, получающаяся, например, в теноровом ключе по ряду параметров. Или что-то другое. Это уже надо смотреть с учеником. А дальше мы, опять же, как вот мы с вами смотрели, изучаем соотношение там, между линейками. Вот это нам сейчас потребуется. И также представление о интервалике и то, как это накладывается на клавиатуру. Первое, мы должны представить себе, буквально взять и сдвинуть клавиатуру и поместить, значит, что здесь? Вот смотрите, попробуйте это сделать сейчас сами. У вас сейчас на внутреннем экране попробуйте совместить два образа. Первый, представьте себе сейчас образ клавиатуры, так как вот вы сидите перед ней, перед вами, так сказать, замок, вот, так сказать, это до первой октавы, он, соответственно, ниже, выше, так как, ну, у вас зеркально все получается, да, есть такое дело. Вот. А теперь представьте себе, что вы на этот образ в наложение надвигаете нотный стан, причем таким образом, что вот на уровне замочка находится, например, если мы на альтовом начинаем работать, какая линейка? Нам нужна третья линейка, да, средняя, нота до. Мы совмещаем не ноту до
в альтовом ключе с написанной скрипичным, вот не это. Вот когда мы пытаемся делать это, возникают невероятные трудности, потому что транспонирование на септиму еще никому не удавалось сделать бескровно. Невозможно. Интерференция. То есть мы должны убрать представление о скрипичном ключе. Убрать можно только представляя клавиатуру. Значит, мы буквально можем, вот теперь попробуйте это сделать. То есть у вас линеечки, да, и эту линеечку загрузить вот на этот уровень, то есть задвинуть сюда. Попробуйте. Получается? С трудом. То есть немножко потренироваться нужно, да? Угу. Так, у кого не получается совсем? То есть представить себе не ноту, а вот представить себе вот эту среднюю линеечку, положенную, может быть, снизу, может, как удобно, вот туда. Угу. Есть. Начало получаться, да? То есть, немножко нужно, конечно, приспособиться. Вот. Это первое. То, что мы сделаем склейку регистровую. Иначе мы бесконечно будем иметь вот эти вот проблемы с септимой. Дальше мы должны все-таки в нем работать в ключе. Просто учить, что это вот там до, это ре, это ми, это примерно то же, что мы сегодня делали в хроматической гамме. Опять же, стратегия та же самая. Если вы так вот считаете, потом вот мы семинар, когда закончим, какие-то записи, если вы ввели, вы можете для себя даже провести такую аналитическую работу, может быть, не безинтересную, а посмотреть, а сколько стратегий мы разных использовали? Не очень много. По совершенно разным темам. Именно психотехнических стратегий я имею в виду, да? Что мы делали с хроматической гаммой сегодня? Что мы делали? Да, то есть с точки зрения психотехники, я имею в виду, мы делали что? Из кучи полутонов, которые вот так вот шли, и они для них так и были, они шли, потом заблудились, и дальше так, примерно полутонами, они бы там в октаве еще лишних набрали бы, точно бы, потому что уже неучтенные оказывались полутоны. Вот, мы делали блоки. То есть мы делали опознавалочки такие. Ритмические, это может как угодно. Здесь нам нужно сделать то же самое. Ваши идеи. Что бы вы сделали? Почти все было сказано уже, поэтому я понимаю, что так собрать трудно, но вдруг, может быть, с чего мы начнем? То есть вот просто до, ре, ми, фа, соль, ля, си, или кучу номеров в этом ключе прочесть. Экстенсивный способ. Конечно, полезнее, чем ничего не читать, но все равно результат не очень большой. Как фиксируем? Интересненькое что-то надо зацепить так, чтобы... Вот мы что сделали? Я просто говорю, что я уже показывала это. Мы добавочные, когда с вами смотрели, мы взяли, прицепили к субдоминантовому трезвучию. Это ясно и понятно. Потому что примерно субдоминантовое трезвучие, эти добавочные, они где-то проходятся, по крайней мере, вместе. То есть к этому моменту они уже знают там про субдоминанту что-то, хотя бы основное. То же самое здесь. Давайте найдем функционально удобные аккорды какие-то, которые по клавишам удобно ложатся. Ну, например, вот у нас 5 линеек, да? И мы берем 3 верхние линейки и нажимаем какой аккорд. Вот прямо из этих 3 линеек прожимаем, получаем что? Да, мы получаем тоническое трезвучие. Мы сами знаем, что оно может быть не тоническим, там 6-й ступени, нас это не интересует, потому что по частотному показанию и здесь до, ми, соль никто еще не назвал иначе, как тоническое трезвучие. Мы будем ругаться, говорить, что вот никто не сказал, что это до мажор, но все равно половина учеников скажут, что это не мажорное трезвучие, это тоническое. Они оговариваются. Оговорки не случайные, конечно, потому что это то, что есть в глубинной структуре. Опять же, глубинная структура слова. В данном случае созвучие до мажор. Так очень хорошо. То есть у нас просто здесь тоника. А почему мы не пометили здесь? Значит, берем нотный стан. Ну, я все объясняю очень виртуально, но вы видите, как я рисую линеечки. Можно обвести квадратик 3 линеечки и написать тоник. Или написать значит, эти нотки. И вот главное, чтобы мы не увидели, что это какие-то другие ноты. Вы сейчас их и не видите, потому что проекция в памяти вот такая. До, ми, соль, причем не там, а здесь. То есть сначала вы, конечно, их обучаете вот этой связочке, что это здесь. После этого они уже не видят, что там в скрипичном ключе творится. То есть мы переключились с латиницы на кириллицу. Процесс тот же самый. Тоника. Очень хорошо. Смотрим, как мы делаем другие ступени. Уже ясно по аналогии, что нижняя часть у нас занята очень даже удобно, опять же, чем? Субдоминанты. И опять же в том же до мажоре все замечательно получается. Итак, у нас уже есть что? Колышки. Мы вбили колышки, и у нас уже есть все линейки занятые.
Теперь нам осталось заполнить межлинеечный вариант. И тоже очень хорошо все получается. Давайте посмотрим. Между первой и второй линейкой построить, что получается вместе. То есть мы не отдельную линейку учим. Конечно, можно написать лото и показывать ноту. Почти бесперспективно. Потом поменяете что? Ключ. То есть опять без подхода к блоками будет сложно. Я не говорю, что нельзя, можно. Будет больше время затраты, и выгодуют те, у которых оперативность вот этой системы будет выше. Это не универсально просто. Кто-то, конечно, может быстрее сообразить, но тугодумы нет. Им нужно вот целостность, чтобы они так фундаментально взяли. Значит, соль, си, ре, фа получается, правильно? Если вы еще, значит, прихватите ля, будет нонаккорд, вообще можно его и объяснить, потому что там, когда проходит ключи, нонаккорд давно пройден. Вот. Ну или доминант септаккорд, это уже не важно, что вы там будете брать. Так, поставили базовые аккорды, и уже на самом деле что вы можете? Вы можете поиграться в эти аккорды. Так, тоника в этом ключе. Субдоминанта, не называя ноты никаких даже, да? То есть приучая зрительно, как это там, субдоминант, септаккорд, все, вы более-менее уже сориентировались, эти ноты там будут. Попробуйте. Кстати, это быстро, то есть мы обживаем пространство ключа. Мы не просто информацию получаем, на какой линейке, на какая нота, это нам опять же ничего не дает. Мы в нем живем. Вот. Абсолютно такой же пример, я думаю, что мы сейчас это делать не будем, возьмите теноровый и получите там какие-то другие варианты. Там могут быть, например, септаккорд второй ступени, что-то, так сказать, подобное. Я думаю, вы легко это сами сообразите, как это можно сделать на теноровом. Ну, сопрановый вообще почти не нужен, честно говоря. Конечно, почему? Он просто совпадающий, симметричный. Там, они его любят, потому что транспонировать легко, а не по ключу. Поэтому он, в частности, и поэтому менее актуален. Опять же, мы к чему приходим? К тому, что если методика, вот, чтобы опять не навязывать, хороший способ, безусловно хороший, для этих двух ключей, ясно, четко, понятно. Но если мы берем сопрановый ключ, то, может быть, проще там транспонировать, чем вот это вот городить. Там-то не нужно, может быть. Слишком много хорошего иногда вредно. Опять же, ограничить методику по здравому смыслу. Может быть, там просто и не нужно. И потом времени там, честно говоря, на сопрановый ключ, ну нет там такого. Нереального. А ничего, пускай транспонирует. Тоже неплохой навык. Там, по крайней мере, не нужно прыгать на какую-нибудь там септиму и менять что-то. Верно. Вот, это что касается, соответственно, ключей. Ну и дальше уже вы работаете с тем, что вы считываете. Предположим, вы знаете ключ, вы знаете уже мензуру интервалов, да? То есть что у вас квинта – это через не ступень, эту, ну понимаете, линейку, да. И дальше как будто вот тут можно делать любую метафору. Они читают ноты, измеряя. Понимаете разницу? Они уходят от названий, от точечных названий. Вот точечная фиксация здесь – это то, что мешает, они начинают все равно по скрипичному думать. Что бывает? Они читают, опять на этом месте бывает сбивка. Они начинают читать что? Почему они не обращают на это внимание, читают как в скрипичном, забывают. То же самое проблема, как в транспонировании. То есть если вы эту проблему решили, опять же, к чему я говорю, решили там на 2-3 класс, когда вы с транспонированием занимаетесь, на секунду там вверх-вниз, то когда вы перейдете через там, сколько, 7 лет, да, ну, у кого как получается, к ключам, если он окончательно ничего не забыл, и если вы же с ним работаете или же этой же методикой пользуетесь, то это будет что? Гораздо быстрее. Ну, не всегда на практике получается именно так, потому что там передают учеников, но тем не менее. То есть и возможность такая, конечно, есть. Вот. И дальше, когда вы это делаете, следующий процесс чисто нотографический, расширение угла зрения. Я уже об этом сказала. То есть когда вы приучаете учеников считывать полтакта вперед, хотя бы. Если 4/4, то, конечно, небольшой кусок, да, получается. Если там 2/4, 3, то можно просто захватить так. У кого-то получится больше, у кого-то меньше. Но это, опять же, индивидуально. Просто смотреть и видеть вперед в графику. А это не одно и то же, чем упираться в это и каждый раз пугаться, что там новое. Опять же, это не сольфеджийный прием, это общетехнический прием чтения. Ну
и, соответственно, вот если мы берем уже продвинутый этап и чтение музыки, я уже сказала, вне мажора и минора, там, где у нас хроматическая тональность и свободная тональность, где, опять же, альтерация не имеют значения тонционного, вот там как раз нам пригодится ощущение клавиш. Но мы сегодня уже с этим фактически познакомились на начальном примере. То есть когда они считывают не через гармонизм интервала, что часто делается, перекручивая, а мысленно все время глядя на клавиши. Значит, у вас будет часть детей, которые всегда и это делают вообще по жизни в виде клавиши. Будет часть детей, которые даже сегодня, вот помните, я спрашивала, кто видит клавиатуру? Несколько рук было. Кто видит не клавиатуру, а линейки? Тоже. А кто-то сидел и толком не знал. Он что-то, наверное, видит, но он еще, в общем, как-то об этом не задумался. Может, ничего не видит, хотя так почти не бывает. То есть, конечно, кто-то будет более к этому приспособлен, кто-то менее. Но просто тому, кто менее, он просто будет более... Ему потребуется немножко больше обучиться этому, и все. И это снимается в учебнике. У меня есть отдельная глава по нотографическим и ритмическим трудностям, и интонационным тоже. И я боюсь, что это единственный учебник где-то есть. Я имею в виду у нас, конечно, за рубежом есть такие, не учебники, я имею в виду, а главы в сольфеджийных таких примерах, где чудовищные издевательские вещи написаны. Например, когда нарисована до-мажорная гамма, она вот так зигзагом выглядит. Там начинается, например, нота до выглядит как ре дубль бемоль, да, ре будет, соответственно, там, наоборот, до дубль диез, или вообще какие-то вот такие вещи, которые совершенно рассогласовывают тонную ступеневое построение вообще вверх-вниз. Вот, страшилки такие технологические упражнения, но, может быть, они имеют смысл, хотя трудновато через них продраться, просто так. Вашим детям вряд ли понравится такое. Ну, попробуйте, может быть, вы подойдете к этому более творчески, к подобного рода упражнениям. Примерчики у меня, по-моему, какие-то есть и в книжке, и в учебнике там тоже какие-то специальные упражнения для этого есть. Вот. Ну, про ритмические упражнения я уже говорила с точки зрения изучения разных метрических уровней и ритмическое транспонирование. То есть эта работа начинается с 1 класса, считайте, и, конечно, продолжается всегда. Дальше, потому что фигуры легче не становятся. И отдельно вы изучаете, конечно, мелкие длительности и умение группировать их внутри четверти. То, что мы в теории делаем абсолютно теоретически, вот надо научиться делать глаз. Так, что я вам еще хотела сказать по этому поводу? Вот еще что я хотела сказать. Помимо этого, когда у вас идут размеры, разные, я имею в виду про ритмическую нотографию, то здесь важно, конечно, зрительно сгруппировывать внутридолевые вот эти вот фигуры, потому что очень часто они, вот хорошо, ритмическая пульсация, равномерность мы поставили, доли примерно представляем себе, но когда меняется такт, меняется счетная доля, мы должны их опять же как-то группировать, особенно если... вокалистам это единственное, что может быть удобно, всем остальным нет. Например, вокальная группировка – отдельная совершенно нотографическая трудность, потому что пестрит. Группировка разгруппирована, и даже не просто разгруппирована, а неправильно с точки зрения инструментальной группировки, потому что по слогам же все идет. И читать это довольно трудно. То есть если есть такая специализация, где много приходится работать с вокальной музыкой для чтения с листа, значит, тоже нужно учиться перегруппировывать это. Я думаю, что очень полезно сделать довольно простую вещь. Взять за основу, базу, взять те же там хвостенковские какие-нибудь или вахромеевские упражнения из теории музыки, у них довольно много там этих примеров, и музыкалить и сделать из них сольфеджийные упражнения. Вот это можно сделать. И создать вот такое свое небольшое пособие по нотографии. Оно явно необходимо на самом деле. Его, по идее, хорошо было бы написать и издать, и просто как отдельно, даже как ритмические сборники по сольфеджио. Вот. Это что касается нотографических трудностей, о которых я хотела сказать. Есть ли по этому поводу вопросы или соображения? Еще, да. Угу. И чисто координационно, они просто не могут писать. Или они пишут так, допустим, много, они напишут. Хороший очень вопрос. Да, спасибо, все, замечательно. Я сегодня об этом, кстати, подумала, когда я смотрела, как записывают дети, и
Значит, они очень старательно выписывают, так как вот типографский шрифт. Да, это второй вопрос. Это вопрос записи, потому что это вопрос скорости, безусловно. Значит, и от того, как они сначала научатся писать, естественно, дальше так оно и будет. Переучиваться трудно. Ну, здесь универсальный способ – это писать вот такими, для них это очень смешно, потому что они приходят очень часто вот такие картошки вырисовывают где-то в детском саду или в каких-то подклассах, они имеют возможность насладиться тем, что они вырисовывают ноты, и в этом есть, конечно, свой, так сказать, и педагогический смысл, и все. Но совершенно неподходящий способ записи для диктанта, потому что, ну, понимаете, какие там 5 секунд, там уже одна нота будет занимать полминуты. Обидно очень бывает. Значит, обычно мы их учим всегда писать вот музыкальной скорописью. И им это нравится, вот когда они из жирной, толстой, откормленной ноты делают такую худенькую, такую недокормленную. То есть вот такой черточкой. Ну, в пределах, конечно, здравого смысла, чтобы они не были совсем... Потому что иногда и черточка идет там на 3 линейки подряд. То есть, конечно, это тоже отдельный навык. Ну, мы же пишем по русскому языку сначала там палочки, соединения и все, потом что-то получается, а потом все равно почерк становится у всех разный. Это другое дело. Но база там есть. А у нас очень часто получается, что этот этап тоже проскальзывает. Вот самые важные вещи, как читать, как писать, обратите на это внимание. Они не отлажены. Как считывать информацию, то есть все, что связано с получением информации и ее фиксацией технологическим, они вообще в методике почти что отсутствуют. Но зато нам сразу надо глобально, чтобы ребенок точно функции слышал. А может, им не нужно в этот момент слышать функции. Но давайте базу сделаем. А почему, кстати? Отношение функциональности – это абсолютно левополушарный процесс. Это субординация, кто есть кто. И это на младшую школу вообще не очень даже рассчитано. Но мы-то с самого начала, это наша методика, это наша гордость, что хотите, но мы на это ориентируем. Я не знаю, может, это хорошо, может быть, но мне кажется, там получаются временные затраты больше, чем они могли быть чуть позже. А вот тогда, когда они очень расположены к образному восприятию, мы-то его там совсем не даем. А потом удивляемся, почему он краску там аккорда, как помните, краску не слышит. То, что мы хотим. Ну, слушай краску. А как он может? Во-первых, не научен, а потом уже давно забыл, что это вообще в принципе надо. То есть немножко обратное с точки зрения психологии и восприятия. В младшей школе, конечно, нужно больше правополушария, они ориентированы. Хотя оно нужно всегда. Да, то есть, конечно, вырабатывается скоропись, это тоненькие ноточки, и приходится переучивать. Если это малыши, они довольно легко переучиваются именно потому, что мы делаем метафору. А вот теперь, вот смотрите, ее раскормил, ну и дальше. И он с удовольствием начинает, так сказать, нота у него начинает худеть. А не просто переделывать почерк, конечно. Опять же, всегда полезно отвлечь от реального процесса. Пусть он занимается как бы чем-то другим, но на самом деле стратегически он будет менять что-то. Я на этот вопрос ответила, или вы хотели что-то еще спросить здесь, об этом, да? Да, это очень важно. Иногда это банальный пример того, что человек не может написать диктант, он не успевает. Пока он, смотрите, нарисует кружочек, а потом он закрашивает эту ноту, и это уже все. А время там 6 проигрываний, или сколько там, 5 проигрываний для маленьких диктантов уже закончилось. И иногда он этого не понимает, что он на этом теряет. Это тоже надо понимать, что ученик не понимает, где он тратит время. У него даже установки такой нету, что нужно его экономить. Или на диктанте, например. Да, кстати, вопросы диктанта, конечно, тоже с нотографией связаны обратным путем. На диктанте, например, что происходит? Обживание пространства – это важная тема. У нас есть немножко еще, да, времени? Или нет? Скажите мне. Чуть есть, да? Обживание нотографического пространства и вообще визуальное для диктанта очень важная вещь. То есть здесь важно что? Здесь важно вплоть до того, какой формат тетрадки. Если он у вас всегда писал в этой, а потом вы ему на экзамене дают этот листочек, то есть для кого-то, может быть, это относительно все равно, он как-то там не очень. А у кого инстинктивно вот есть уже якоря, где будет, грубо говоря, 4-й так, где у него 2-е предложение, как-то вы разбираете структуру по фразам там и что, он потеряется. Совсем не одно и то же.
Для каких-то диктантов удобнее эта бумага, для таких уже более сложных может быть длинная. Для коротких удобнее бумага вот этого вертикального формата, потому что там как раз 4 плюс 4, а если это в одну строчку, не видно подобие и не видно деления. Я на это обращаю обычно внимание, когда работаю с учениками, причем именно когда это такая индивидуальная проработка, я имею в виду. Но в наших условиях просто вот требуют, чтобы все купили обязательно, ну, понимаете, еще был период, когда вообще тетрадки достать нельзя было, поэтому понятно, что иногда и требовать этого нельзя было. Но если есть выбор, вы смотрите, чтобы родители купили то, что вы хотите, если, опять же, нет ситуации дефицита вообще с нотными тетрадями. Теперь, а какое обживание пространства здесь? Они далеко не все понимают, где именно у них на бумаге расположен какой такт. Потому что очень часто у них так представление, как в черном ящике идет какая-то музыка, опять же, никак не укладываемая визуально, и вот вообще там много-много-много нот, они вам горох такой рисуют, причем такты более-менее, ну, опять же, разные методики здесь, кто-то сначала с тактом начинает, кто-то начинает с долями, кто-то начинает горох, а потом их делит, и то, и другое, и третье может быть, опять же, в зависимости от того, с кем вы работаете, кто это делает. Любая из них может быть совершенно неуспешной методикой, если вы не туда применили ее. Но сейчас я не об этом говорю. Если у вас такая длинная строка, то вы сами не увидите на самом деле. У вас деление на 8, зрительно это очень трудно. Деление на 4, все-таки 2 плюс 2, так сказать, это опять же вопрос группировки другой. Поэтому, конечно, иногда полезно что делать, когда вы начинаете работать с диктантом. Не всегда нужно его записывать. Пускай они зрительно, вот вы играете, и поставят не задачу записать, получить этот вот результат мучительными стараниями, а пусть они представят, ага, вот здесь прошел первый такт, второй, здесь цезурочка. Они просто зрительно, опять же, что мы делаем? Мы накладываем визуальное представление на звучащую музыку. Поверьте мне это, то есть вы-то поверите, а может быть другие не поверят, что это совершенно не так элементарно, как кажется. Им уследить будет тоже иногда трудно. То есть они должны знать. Теперь, чему это помогает? Что этому помогает? Ну, вот мы сегодня делали, да, мы проверяли, вот, скажем, там, такт закрыт, такт ушел. Они вот, когда, скажем, идет диктант, если это уже сделано, почему я все время говорю, что диктантом эффективно заниматься, когда эти кусочки так или иначе сделаны, или их все немножко, так сказать, подтащили ниточки, да? Потому что если нет тонно-ступеневых отношений, вылетит диктант, даже если правильно споют. Нет ритмики, он тоже вылетит в этом месте. Они, например, споют правильно. То вот сегодня просто иллюстрация, причем хорошая явно группа была, но это просто нужно в баланс. Там очень мало, на самом деле, нужно привести в порядок. Но нужно, потому что они сами, ученики об этом никогда не думали, они должны об этом думать сами, знать это. Ритмические, значит, если у вас рука, ага, так прошел, смотрим дальше. То есть рука становится вашим подсказчиком. И это на уровне автоматизма. С этим, конечно, надо работать. Но зато потом у вас будет огромное подспорье. Вот точно, он будет точно знать, в каком такте что. Стоп, какой такт идет? Ага, 6-й, где мы находимся? Там-то, там-то. Что-то еще развивает чувство формы, хотя бы на вот таком небольшом, конечно, отрезке, как период, маленький период, а потом это будет больше. То есть это то, что очень красивым словом называется архитектонический музыкальный слух. Никто не знает, что это такое на самом деле. Вот. Ну так вот, серьезно, если вы не можете объяснить, я с удовольствием вас послушаю. Вот. Но вот это вещи, которые реально работают. Почему? Мы не вообще архитектоника, архитектура – это все-таки видимое искусство. Для того, чтобы был архитектонический слух, надо, извините, в визуальную область перевести что-нибудь. Иначе его не будет, как бы мы очень не хотели это представить. Ну, просто не устроено это так. Через кинестетику мы архитектонику можем почувствовать только, что она, например, во, а как устроена, нет. Это тоже гнотография, конечно. То есть, безусловно, нужно пространство обживать. Они привыкают, пускай привыкают к стереотипам, ничего плохого нет, потому что все равно у них там будет 4 плюс 4 поначалу. Ну, вообще сначала 4 такта, например, да, а потом вот эти стандартные 8-тактовые диктанты, и пусть они привыкают, что период там или повторного, там, или же, сказать, строение, или разные это все, и чтобы у них вот, получается 1-й, 5-й такт, ищут подобие сначала на эталонах.
Потом могут быть диктанты с расширением, с дополнением, но это уже будет на базе того, что они будут знать, они это услышат, потому что это уже будет привычка, что будет что? Номер такта звучащий, уже будет перебор. Они могут не посчитать сколько, но они могут слышать, что их больше 8. Ну, для этого есть еще строчка, где они это припишут. Но это чуть позже, вообще говоря, такие диктанты. Вот. То же самое при запоминании. Это не натографическая трудность, но вот я говорю относительно архитектоники. То же самое при запоминании мелодии. Когда вы дрессируете ребенка на запоминание 4 такта, у него буквально эта память вот на 4 такт и держится, как пустые папки, в которые что-то вкладывать, что их 4. Попробуйте сыграть 3 такт после этого. Меньше сыграете, а воспринимается труднее. Привычка. Но если вы ее создали, значит, соответственно, она и будет работать. Если вы ее не создали, она работать будет, если она создана эмпирически, например, ребенок музыки много слушал, и он оттуда это получил. Но просто из воздуха он это не получит ниоткуда. И об этом надо помнить. Тем более, что наши дети не так уж сильно в музыку погружены, потому что как минимум нужно что иметь? Хорошую фонотеку дома или же там все время включенную там волну радио Орфей, который, по-моему, не вещает дальше, чем Московская область, если я понимаю. Ну, где-то в Питере, может, отдельных каких-то городах. То есть, по-моему, она недоступна, эта волна. Или море компакт-дисков, которые, соответственно, и стоят. То есть, опять же, вернемся на грешную землю и поймем, что неоткуда им быть погруженным просто вот так в эту музыку. Они в другую погружены музыку, которая с утра до вечера льется. Вот. И это... Я, кстати, сегодня была очень удивлена, потому что я посмотрела, что там очень большая фонотека. Очень много пластинок. Но вот если есть такие энтузиасты, которые вот еще собирают это, держат в порядке, тогда да, но все-таки типичная ситуация другая в этом плане. Если еще вопросы, спасибо, что вы меня на него вывели. Может быть, такого же рода что-то я еще бы добавила, поэтому... Вообще слово «всегда» в методике проблематичное. Я надеюсь, что мы после этого семинара вместе с вами до этого дойдем во всех деталях. Нет, конечно, не всегда, потому что не всегда это полезно с разной точки зрения. Технологической не полезно, потому что шире ты не растянешь память. И эстетической не всегда полезно. Бывают такие диктанты мерзкие, понимаете, по музыке своей, что стоит ли забивать этим голову, неизвестно. Инструктивные диктанты из них хороших, то есть они, ну, во-первых, они слышны, что они инструктивные, даже хорошие. Ну, вот несет от них просто этим, понимаете. И с другой стороны, брать неинструктивные тоже, там же четкий набор трудностей. Сложный вопрос. Как-то комбинировать надо. Ну, вообще я, в принципе, при всем этом, я, тем не менее, предпочитаю инструктивные, грешна. Потому что для меня вот вопрос того, что я точно знаю, что я это проработала, а не вообще музыкальное что-то сыграла. Ну, со мной могут не соглашаться, могут говорить, что, так сказать, это такой формалистический подход. Ну, вот, наверное, я формалист в этом плане. Мне так как-то спокойнее, что я точно это не пропустила. Может быть, на инструктивном материале, может быть, можно было что-то фактурное такое взять, они половину напишут, половину не напишут, но послушаемся вместе музыку. Это не мой подход, честно говоря. Нет, не всегда. В принципе, лучше всего, конечно, эскизная запись. С точки зрения, мы так плавно перешли к тому, что у нас завтра, кажется, да, эта тема диктанта. Вот, по-моему, там что-то есть. Ну, пусть будет и так. Мы, собственно, сейчас на этом закончим. Я хочу как бы с фотографией тоже связать. Нет, не всегда, потому что, значит, первый, вот если вы сформировали уже эти самые визуальную картинку, где у вас что расположено в диктанте, вам же проще, конечно, ориентироваться в записи эскизной, потому что писать эскизом, вот, между прочим, это тоже хорошая связка. Смотрите, если мы нотографию уже приготовили и приготовили визуальный вот этот лист, как это где расположено, то эскизная запись работать что? Реально, по крайней мере, будет, у него основание будет для того, что мы знаем, куда этот такт поместить. А то что толку, он запомнил 4-й, 5-й такт, а у него вот такая длинная колбаса, и куда он его впишет, он не знает, как это располагается на странице. Особенно младшие школьники, если помните, вот они, когда по русскому языку упражнения пишут в младших классах, у них поля, да, за которые заходить нельзя. Ну, казалось бы, ну сказали-то, ну нельзя заходить за поля. Они все равно заходят. У них еще нет этого ощущения соразмерности. То есть кто-то не заходит, а кто-то будет заходить всегда.
И не всегда буду ставить свои тройки, там они младшую школу всю. Это, опять же, ни о чем не говорит о их потенциале. Вот. Но это просто, значит, вопрос организации пространства. Они не всегда естественным образом его рассчитывают. То есть ему надо, конечно, помочь. Тогда эскизная запись будет работать. Если этого не будет, то ваши замечательные соображения о том, что о пользе эскизной записи вообще повиснут, потому что почва для нее не будет готова. Если это абсолютники, и они все уже нотами слышат мгновенно, каждая нота им говорит, кто это, попробуйте их удержать от того, что они их сразу запишут. Да пусть записывают замечательно. Чем быстрее он напишет. Зачем писать диктант? Ну, так вот, практически, не знаю, компакт-диск слушаешь или по радио, слушай, тебе надо расписать голоса, например, или написать аранжировку, нот нет. Такая бытовая реальная ситуация. Нот нет, для ансамбля надо расписать, что это такое. Есть только запись. Есть слухач какой-то, он берет и расписывает это. Ну, ему что нужно? Ну, быстрее написать ему надо, естественно, а не просто вот сидеть и тренировать свою память. А ему еще за деньги это делать надо. Конечно, он быстрее хочет написать. Нет, а почему мы, собственно говоря, об этом не думаем? Это же тоже хлеб. А мы почему-то думаем о том, что мы там что-то должны совершенствовать. Конечно, диктант сделан для того, чтобы его писать быстро. Это нормально совершенно, потому что это навык. А память можно развивать на цепочке, на чем угодно, на устных диктантах, для этого они и существуют. Пожалуйста, пускай будет стенография. Но если он стенографирует, у него никакого абсолютного слуха нет, и даже выше-ниже не отработано, что он там стенографирует. Вот это иногда смотришь, ну вот горох горохом, тактовых черт нет, ничего нет. Он пишет диктант, он даже не понимает, что можно вообще как-то организовывать диктант. И он год так пишет диктант, 2 пишет диктант, получает все время свои 2, 3. Что у него от этого? Только ощущение, что он не пишет диктанты. Вот и все. Поэтому не всегда, никогда таких слов в методике нет. Просто будет по-разному. В одной и той же группе. Кому-то вы скажете, да, пожалуйста, замечательно. А кому-то скажете, нет, знаешь, вот ты сейчас запомни последний двутакт, прокрути его там 3 раза, и дальше вот то, что о чем мы говорили. А потом вот, значит, без ноток спой, а потом нотки добавь, когда запомнил уже, аналитику включаем, а потом здесь запиши. И он знает 2 такта здесь. А знает, что первые 2 такта здесь, и, так сказать, а 4-й такт то-то, и все. Тогда да. А так это тоже не будет работать. Еще? Все. Ну ладно, вы иссякли, и время наше тоже вышло. Хорошо, значит, завтра мы с вами встречаемся, я так понимаю, в 9 часов в связи с тем, что у нас, так сказать, такой сжатый день из-за раннего самолета, который мы в другой компании вынуждены были брать билеты, вот, а они летают только завтра. Вот, поэтому, значит, у нас какие-то там тематики, ну, то, что в программе есть, и мы немножко сделаем все такое коротенькое, чтобы у нас была бы достаточно полноценная, я надеюсь, обратная связь, на которой я и вас хочу послушать, потому что я уверена, что у вас тоже накопилось и накипело чего-нибудь по этому поводу. Вот. Ну и если у вас какие-то еще вопросы ко мне обнаружатся, то я, конечно, с удовольствием. Кроме того, в этих вопросах иногда бывают вот такие, я же не все могу сказать, какие-то вещи основные я говорю, а ваши вопросы мне помогают сделать более точные акценты, что-то я, конечно, упускаю, и, может быть, очень даже многие вещи, которые для вас более значимые. Я же не могу сказать, что я точно знаю, что вам надо. Я могу какие-то определенные ориентиры вам дать, как мне кажется, было бы важно. А может, для вас важно совсем другие вещи, о которых я почему-то не говорю. Так вы меня спросите. И все. Ладно. Все, отдыхаем.